Всем большой привет. Еду вон туда. Поход. На мотособаке скинула, блин. Что-то разогнался. Вот так, следы моей ноги. Тык-тык и тут дым ушел. Вот так бывает. Надо вытащить оттуда. В принципе, сейчас вытащу. Ну что сказать. Какая цель у нас поездки сегодня? Еду еще, например, осталось у меня где-то с километр. 1,5, может, поеду. Хорошо, что здесь старая бураница. Я думал, здесь вообще бураницы нету. Эта вырубка немножко вам знакома. Здесь я тоже оставлял чагу, потом на буране подъезжал, загружался и уже ехали домой. Вот, еще где-то с километра, и оттуда уже начну дальше собирать. Посмотрим, что-то там есть или нету. Еду на сбор чаги, также хочется посмотреть еще те места. И как все будет, буду снимать, показывать. Всем приятного просмотра. Вот, сейчас я это вытащу и дальше газку. Альбатрос сам по себе, он легкая техника. И это не буран вытаскивать. Вот. Здесь такую ручку сделал, приварил. Очень удобно сейчас стало. Эта ручка очень необходима тоже. Вот, ладно, пробуем, заведем и дальше в путь. Все, ехали дальше. Здесь проедем вырубку, там уже опять будет тайга. Наколенник. Ведь снегу сегодня дождь обещают. Не знаю, что за поход получится, конечно. Но идет оттепель. Блять, сторону скинула. Все, я застрял. Не может ехать. По снегу хрен проедет. Бесполезно мучать. Не поедет, он по глубокому снегу. Не может. Скинула, блин. Как-то чуть разгон сделаешь, и бураница косо идет. В общем, бухнулся, блин. Думал, сейчас уже он сможет проехать по целине. Но вот, как я увидел, бесполезно даже думать. Так, ну все. Тут, короче, я увидел березы, там ельник, там низина какая-то, отсюда сразу идет березняк. Так что я здесь пройду, посмотрим здесь, начнем. В ту сторону пойдем. И уже, если что, пешком оттуда за мотособакой приду. Ладно, посмотрим, что там нас ожидает. Сейчас я переоденусь и уже встану на лыжи. Пока снег терпимо, но уже скоро будет сырой. Смотрите, какой спуск. Просто офигеть. Да как-то косо спуститься. Вот. Немножко снег проваливаешься, но терпимо. Думаю, километров 5 пройду. Насчет геотрекера. Вот сейчас я тоже геотрекер включил. Спрашивают в комментариях, какой геотрекер. Пишите мне лично. Если есть какие-то вопросы, пишите лично. Вот, спрашивают, чагу там продаю или нет. Пишите все это лично, если кому это надо. А
рекламировать что-то я не собираюсь. За все сейчас могут наказывать, за каждую ссылку, что вот на все общее обозрение вот оставляешь, за это все блогеры это, несут ответственность, и за все это идет слежка, и за все надо как бы отвечать, за все любые ссылки. Так что пишите лично, я вам лично сообщение отправлю, каким геотрекером пользуюсь. Вот. Мои каналы зарегистрированы в Роскомнадзоре, и, ребят, поймите меня правильно. Без какой-то маркировки я вообще не могу оставлять какую-то ссылку, чтобы вот вы переходили и заказывали, или смотрели, там, скачивали. Нет, это пишите лично. Я в личном сообщении рад всем помочь, чем могу. Любыми советами и любые ссылки я могу вам оставить, отправить, но не на своем канале. Если какие-то ссылки я оставил, это идет все уже регистрировано, маркировано и все легально. Такая жизнь, ребята, у блогера сейчас. Вот, ладно, надо идти. Сейчас спустимся и уже начнем. Вот смотрите, какая шикарная природа. Я не помню, может, здесь тоже уже ходил. Не могу сказать. Но если прошел, я лыжню, может, свою найду. Если нет, так еще интереснее будет. Рано или поздно целина у меня начнется. Просто я где-то развернулся и уже в ту сторону обратно. Вот оттуда пришел, здесь развернулся и ушел. А где это именно, я не могу пока сказать. Так что сейчас спустимся, уже все буду показывать, как там. С горем пополам спустился, вот так следы. Блин, сумасшедшая гора какая-то. А здесь уже, смотрите, все открыто, течет ручей. Весна, даже зимой в этом году ручьи полностью не закрывались. Вон гора, видите? Буквально там 70 метров, наверное, прошел. И, ребят, первая находка. Вот он. Не крупная, но так себе чага. Будем забирать. О, какой хороший. Ребят, я вот только взял камеру со штатива и вот сейчас покажу. На другом дереве я тоже заметил. Вон он. И шляпень. Это кора. Вот такие дела, ребят. Я думал, тут тоже чага. Ага, обманулся. Кора отходит. Там старица какая-то. В общем, интересные места. Очень даже. Места для обитания рябчика вообще идеально. Ну и сейчас весна. Блин, медведи уже скоро будут просыпаться. Становится немножко, ну, неприятно. Всякое может быть. На улице немножко тепло становится. Вот такая, смотрите, похоже на дорогу. Идет к реке. И тут уже река. Вот. Все проверяли. Все в лунках. Там очень много наледи, я вижу. Здесь рыбачили капитально. Вот, а там березняк. В общем, я пока пустой. Одна чага только попалась, и все. Да, здесь я еще не проходил. Здесь по новым местам буду ходить. Вон там хороший тоже вот поворот, но туда заходить не стану. Назад нет, только вперед. Ну вот такие дела, ребят. Ух ты, здесь не-то открыто, не-то налей. Да, думаю, открыто, там течением бьет. Вот смотрите, как опасно. Все открыто. И по реке везде налей. Там какая-то постройка.
какая-то постройка на другом берегу. А, там, наверное, изба, да. Избушка. Поэтому здесь рыбачили. Ага. Опа. Опа. На другом берегу, я думаю, это изба. Далековато, отсюда не видно. Вот. Эту избу, я, знаете, наверное, лет 30 назад заходил. Когда это построили. Я еще только на восходе ездил. Так, ну что тут? Не очень все хорошо, одним словом. Да, на другом берегу, к сожалению, туда надо заходить. Не знаю, сейчас поближе пойду, посмотрим. Вон он, ребят. Нашел не крупный. Вот. Вот такая находка. Смотрите, какое чудо нашел. Вот это да. Похоже, находил на такой большой, чтобы был. Вот. Интересная находка. Но лучше такой. Отбивать хорошо. А когда вот круглый большой, он просто отбивать, рубить очень тяжело. А этот, думаю, отойдет быстро. Да и то, смотрите. Ничего себе, он сидит. Опа. Ну, это уже хороший. Прям идеал. Вот он, ребят. Смотрите. Такая морковка, блин. Природа творит по-своему как-то. Разные рисунки делает, разные чаги, разные виды грибов. И просто бывает много чего интересного в лесу можно увидеть. Это вот тоже как бы есть чему удивиться. Красиво. Ну и лес такой хороший. Отлично. Спотел, я не знаю как уже. Блин, легко оденешься, прохладно. Тепло оденешься, жарко. Да и сегодня, конечно, вот эти штаны, которые на мне, это очень большую роль играет. Жарко в них ходить. Ну вот, ребят, я дошел до избушки. Вон она, избушка. Но, к сожалению, тут вообще, смотрите, какой переход. Я не знаю, откуда туда пришли люди. Может, по другому берегу где-то есть бураница. Но здесь точно на этом берегу никакого подхода нету. Нету такой дороги, чтобы на мотоцикле могли приехать. Я, может, где-то пропустил. Везде кругом старицы. И, честно, не знаю, как туда переходят, как приезжают. Не знаю. Может, где-то в другом месте есть переход, но тут время терять я не стану. Хочется, вы даже не представляете, как мне хочется посмотреть, поснимать вам обзор. Может, что-то я новое для себя увижу в каждом избушке, что-то новое для себя и для вас тоже показываю. Но не сегодня здесь, точно я. Другой раз, может еще попадем на эту избу. Близок, рядом, но
туда полчаса, сюда полчаса. Час времени терять не хочется. Пойду по своему маршруту и дорога еще длинная. Здесь дальше немножко пойду, потом на дорогу выйду, схожу к мотособаке. Заодно чай попьем. Вон, ребят, лыжня. Там елка видно. Здесь пустую шел. Вот тут. Смотрите, какой лес сосновый. И там река. В общем, решил я здесь оставить рюкзак вот тут. Потому что бураница идет еще дальше и дальше. Я думал, где-то к избушке эта бураница приведет. Но нет, ни хрена. Даже не знаю, откуда. С какой стороны к этой избе приходили. Ладно, давайте я схожу к мотособаке. Где-то больше километра, наверное, километр полтора, может. Схожу, приеду сюда, чуть дальше отъедем и там еще пройдусь. Я вообще уже думал, что там, но я вспомнил, там еще должен быть хороший ручей. Даже, скажу вам, мост там есть. Вот эта дорога, переход по мосту. Летом там тоже на машинах ездят и на каракатах. Так что ручей не маленький. Вот там еще посмотрю, если нету, уже все. Хорошо, что я вспомнил про это место. Я аж думал, уже придется поехать обратно домой. Да нет, еще погуляем. Вон, смотрите, ребят, издалека. Какой ширины гусеница. Он 38 сантиметров. И представьте, вот по целине, как он поедет. Он просто зарывается, он просто втыкается очень быстро. Вот. Все, я дошел. Сейчас посмотрю геотрекер, как там, сколько километров прошел. Гляну. И уже поедем дальше. Не знаю, дальше какой лес будет. Перешел ручей вот тут. Там мост был. И на снегоходах ездили по мосту и через ручей напрямик. Я проскочил напрямик, потом, что за яма, думаю. А оказывается, мост левее был. Ну, давайте сходим вдоль ручья еще посмотрим. Сейчас мешок выгружу. И оттуда толку я не вижу ехать. Там сосновый лес. Вырубка, сосновый лес там впереди будет. Так что есть такая надежда у ручья, посмотрите. Ручей большой тут. Прям шикарный. Течет. Везде все открыто. И вроде лес хороший. Ельник, береза. Но пока пустой. Что-то совсем тут ничего нету. Ну, интересное место, интересно. Сейчас вдоль ручья пойду. Дойду до реки, а там уже посмотрим, какой лес. Если сосновый, то уже обратно придется идти. Можно по другому берегу пройтись. Да, везде все открыто. Реально, блин. Все, весна. Сейчас уже этот процесс не остановить. Теплеет. Нулевые, плюсовые. Первый след рябчика. Вот тут он лунился. Вот, ночевал, вышел и взлетел. Нашел сразу два дерева. Вот один, в другой стороне. Сейчас подойдем тоже к нему. Вот он, чага. Не крупные, конечно, вот. Но за такой путь, блин, это даже шикарная чага. Я вообще надежду потерял, потому что лес такой хороший. А вот урожай чаги вообще нету. Ну, нашел. Ладно, сейчас это забираем. И вон туда еще метров 30, наверное, на стороне там второе дерево будет. Тоже вроде с чагой. Штатив потерял на ходу, когда ехал. Так что буду снимать уже налобным этим креплением.
Вот так. Вот. Короче, срубил и вот тут. Еще с другой стороны, смотрите, как шикарно. Вот это я не видел. Вот этой стороны видел. Заметил вон оттуда, когда шел. А вот это уже под снегом. Вот. Это я не заметил. Между прочим, неплохие. Не маленькие. Да, не ошибся я. Второе дерево тоже с тягой. Вот недалеко вон там я забрал. Сразу же смотрю по сторонам. Здесь место такое очень широкое. Ельник оказалось. Ну вот тут еще дерево. Тоже будем забирать. Угу. Да. Неплохое дерево. Такая чага интересная, конечно. Даже непонятно, как он вырос. О, хороший. Ладно, сейчас буду забирать. Рубить. Ух ты. Что-то пошло. Опа. Один есть. Так. Вот как-то неровно выходит, блин. Опа. 3. Так. И тут. О. Вон за старицей что-то есть. Сейчас перешел, шел туда. Потом там спуск вообще крутой. Наверное, здесь то же самое. А хотя за этой старицей что-то я увидел. Смотрите, там дальше какие березы высокие. Надежда еще есть. Хоть какая-то. Так, ладно. Ох-ох. Да, вроде достанем. Неудобно, конечно, но даже 2 штуки тут. Даже 2 штукенции тут. О, бляха. Это нехорошо. Так. Не хочется туда снова спускаться, блин. Так. О. Все. Вот она, ребята. Добыча. Добыча Олега сегодня. Чага трудовая. Термос не взял, блин. На мотособаке оставил. Хотя уже надо чай попить. С печеньем. Сейчас пойду здесь, туда. Стараюсь вот левее брать. И уже параллельно на лыжне своей буду возвращаться. А может напрямик сразу в Бураницу выйду. На Бураницу. Ладно, сейчас я это чищу. И дальше пойдем. Вот более крупный. И здесь маленький. Я, в общем, зашел. Такой поворот, река. Вот река течет, такой поворот большой. И обратно вон выйду на свою лыжню. Решил вот этот поворот проверить. И не зря я сюда пошел. 2 дерева с тягой. Вот одно. И там еще второе. Берез много. Еще, может, найду. Ну и буду уже возвращаться потом. Рюкзак как-никак. Уже тяжеленький. Вот. Вот этот еще возьму. Опа. Вот он. Так, сразу потом почищу. А, все. Понятно. Ну, хорошо. 2 таких чаги. Где-то почти на 1,5 килограмма.
Сейчас буду чистить и... Короче, вот тут пройдусь. Выйду к реке. Там еще включусь и на обратно пойду. По пути еще, может, найдем параллельно лыжне. Нормальный кружок получится. Еле заметил. Вон, смотрите, как он сидит под снегом. Вот отсюда я увидел. Там прошел бы все. Опа. Да. Есть. Ух ты, на другом берегу такой подъем там. Так. Отлично. Ой, блин. Есть контакт. Хорошая, черная прям. Он под снегом. Сколько чаги еще зимой под снегом там. Низовые там. Ну, это все пропускаешь. Это только летом, если увидеть. Хороший большой. Ох ты. Вот так. Все. Этот огроменный, тяжелый. Достану, наверное. Тяжело будет. И там чага. Не дотащу я потом. Придется сразу к дороге выйти. Там тоже чага вроде. Сейчас, ребята, на пенек залезем. Для меня тут все подготовлено. Вот. Вот она. Ну давай, Олег, долби. Опа! Капец. Справился. Чуть-чуть маленький кусочек остался там. Вот, смотрите. Тоже большой. За целый день сегодня этот поворот мне дал чагу максимально много. Вот. И вообще без этого, без бересты, без ничего. Хорошая чага. Все, это буду дома потом почищу еще предварительно вот это все. Вот так. Ну вот. Это забираю и уже надо выходить, наверное, думаю. Вот так вот. Смотрите. Тоже крупный. Мерзлый, блин. Ледяной. Ну вот. Ну, вот смотрите. Рюкзак полный. Под завязку. Конечно, еще сюда влезет, но потом этот рюкзак на себе тащить, поднимать не вариант. Тут река, прямо вот здесь. Давайте поближе подойду. Вот так, как в бане. Да, зимой, конечно. Но летом тоже не скажу, что легко в тайге бродить. Но зимой, когда ты одет очень сильно, жарко. Но стоило этого. Сегодня нормально. Вот сперва не повезло, а потом вот как сейчас этот поворот хороший чагу мне дал. Я доволен. Здесь рыбаков вообще не было. Раньше я тут рыбачил тоже. Выше здесь очень много течения, и река везде все открыто, опасные участки. В одну весну тоже уже как-то дождь шел. Не знаю, апрель или март месяц, наверное, начало апреля, наверное, март месяц был, конец марта.
на эту речку я пришел. И никак я не могу спуститься на речку. Везде вдоль берега все открыто. Потом такой кусок снега увидел. Вот, везде открыто, потом снег метров 15 и опять открыто. Вот по этому снегу я спустился и порыбачил. Ну, вот такой вот участок небольшой, один поворот, считай. Потом везде, сверху и снизу, везде все открыто. Поймал рыбу, поймал. Поздно вечером вернулся. Викторовна уже волновалась, там, говорит, уже хотел людей отправить, там, искать тебя. Блин, панику чуть не подняла. У меня к вечеру только вот клев начался и рыбачил там. Вот, поздно вечером потом приехал. Конечно же, каждый поход в лес это риск для любого. Там, хоть кто, хоть новичок, хоть профессиональный охотник, без разницы. Тайга она такая, вон, смотрите, как все хрустит. Того и бойся, чтобы на голову не упало ничего. Я когда чагу бью, вот это топором рублю, сверху снег, когда падает с высоты, скажем, 30-20 метров, такой комок 2-килограммовый, достаточно, чтобы на голову упадет и где-то может что-то случиться, и сознание потеряешь. Хоть и ненадолго, скажем, на час или еще там, просто ты можешь остыть. Ну так, это к примеру. Потому что даже и сучок тяжелый, блин, может на голову упасть там, не считая то, что вот сушина, а он когда падает очень быстро, и не знаешь, откуда он прилетит на тебя. Так что надо быть очень осторожным. Вот эта пихта, наверное, даже объедена лосями, похоже, или кажется. Но вот эту пихту они тоже очень любят. Она мягкая, и они кусают, кушают. В корм идет для лосей. И, конечно же, в первых рядах это рябина. Рябину они ни на что не променяют. Там осенью в основном я наблюдаю, в основном они очень зачастую переходят именно осенью на черемуху. Вот. Я пока не знаю почему, от чего там. Не зимой, а именно осенью. Какой-то вот период перед холодом или я не знаю, вот, и вот уже у них помьет кал, вот это черное становится. Может, что-то выгоняет от этого, может, витамин какой-то вот от этой черемухи, вот это, ну, блин, я вот круглый год у них помет такой вот темно-зеленый, коричневатый такой вот, темно-коричневый, не коричневый, а темно-зеленый такой вот, ну вот цвет такой, как и чем они питаются, вот такой цвет. А вот осенью перед снегопадом, вот когда я охочусь на второй избе осенью, вот тот период, когда я уже уезжаю домой, я вот встречаю, они свежие зачесы именно идут на черемухе. И кал у них черный. Они вот именно осенью переходят на черемуху. Ненадолго. Не знаю почему. Вот не знаю. Много секретов, конечно, на природе. Они знают, чем питаться, что лучше. Вот. Все, поболтал, отдохнул. Сейчас напрямую по навигатору я выйду на дорогу, потому что рюкзак тяжелый. И хотел параллельно лыжне идти. Нет, лучше напрямик. И, возможно, еще тут пройду чуть-чуть. А может нет, посмотрим. Но уже прилипает к лыжам. Снег становится, меняется уже. Сыроватый такой снег становится. Все, короче, закругляемся. Вот, короче, трек. Здесь у меня стоит мотособака вот тут. Я думал, блин, где-то нахожусь вот тут. И чтобы дорога, вот дорога проходит. Близко. А я, оказывается, вообще хрен пойми где. Вот.
Надо мне идти, ну, блин, что параллельно лыжне своей идти, что, ну, разницы я не вижу. Одинаковое расстояние. Такие дела. Топать, и немало. Вот, ребят, для примера. Вот она лунка. Смотрите, какой огромный комок снега, он оттуда упал. И вот так ты идешь, и если прилетит вот такой комок, 5-килограммовый, все, хана. Шею сломает, и будет счастье. Отмучился, можно сказать. Фух. Вот такие дела. Напрямик посмотрел, где-то 800 метров мне идти. Это если чисто уже по навигатору напрямик. Ну, не знаю, как получится. Пойдем. Конечно, самый ближайший, кратчайший путь буду искать. Чтобы меньше этих, блин, попадалось на пути стариц, переходов. Это тяжело. С таким рюкзаком. А и сегодня что-то снег, смотрите, проваливаюсь. Скорее бы уже этот наст. Вот моя лыжня. Вот. Я туда пошел проверить этот поворот большой. И этот поворот, конечно, мне дал чагу. Нормально. Половину пути прошел. Вышел на сосновый лес вот такой. Ух, хоть здесь ориентироваться лучше. Там, блин, ельник, кочки, валежники. Не позавидуешь. Спотел жесть как. Самое главное, ребят, что думаю, сегодня у меня футболка такая сырая. Хоть отжимай. Я забыл сегодня одеть термобелье. С ним, конечно, лучше. Термобелье немножко как не чувствуешь так. О, как ты спотел. Влагу не так сильно чувствуешь, как вот. Это ХБшка футболка у меня, что на мне сейчас. Ух, капец, блин. Вот это да. Хорошо, что сейчас, после того, как у реки включался, я не нашел чагу. Нафиг это уже тащить. 20 килограмм очень тяжело. Ай, может даже чуть-чуть меньше, но все равно. Фу. Так, тут какой-то зачес или просека, или дорога какая-то. Может по этой дороге идти. Да, какая-то дорога куда-то идет. Вот она. Фу, бля. Надо посмотреть, куда ближе. Ну, прямо надо мне идти. Этот зигзагами, может, куда-то уйдет. Ну, интересно. А, даже нет, это просека, ребят. Кварталка, вот она. Вот она, кварталка. Да. Это квартальная просека. Значит, идем прямо. С таким удовольствием, ребят, я снял этот рюкзак. Какое удовольствие от этого я получил. Смотрите, какая траншея. Снег вообще тяжелый. Не скажу, что супер тяжелый. Бывает вообще по колено проваливаешься. Но уже чувствуется. Вот ты идешь, нагрузка такая. Вот. Я на буранице наконец-то вышел. В стороне от снега, от мотособаки. Сейчас пойду пешком. За мотособакой там. И сюда приедем, загрузимся и уже поедем домой. Вот такое кино сегодня, ребят, у нас. Уф, вот это я, ребят, спотел. Жесть. Тяжелый рюкзак. Чем тяжелее, тем лучше. Но не на такие расстояния. Километры то тяжело дается. С таким рюкзаком только с техникой какой-то. На себе таскать никакой радости.
Вот дошел до мотособаки, сейчас переоденусь и на чай сперва попью, потом уже съездим за рюкзаком, развернемся и поедем обратно. Может, даже придется сегодня подзаправить, потому что я сейчас на рыбалку ездил на мотособаке. И сегодняшний поход, ну, думаю, может, даже не хватит этот бак топлива. Ну вот, переоделся, стало намного комфортнее, теплее. Шапку переодел. Пью, как всегда, вон он, кофе с молоком. Вкусный, сладкий. Ну и печенье. Также печенье Марийка. И покупаем еще вот такие печенья, как галеты. Они без сахара, без... Ну, просто очень вкусные. Вот. Сейчас перекушу, чай попью. И надо искать еще палку, которая не один поход с ним уже был, куда-то я потерял. По пути буду присматривать, найдем и заберем. А сейчас пью чай. Кофе-то есть. Да, чуть сядешь, нагрузка, и он уже не может. Ну что поделаешь? Это малыш, а не какой-нибудь такой 30 лошадей тут. А это маленький удаленький. А вот она, вижу. Эту палку я забираю. Эта палка моя выручалка. Сколько уже походов с ним. Надо забрать. Дальше поедем. Да, здесь на каракатах еще ездят. Дорога вообще уже старая. Вот тут мост. Какой-то слабенький мост есть. Каракаты проезжают. Но на Нивах еще. Не знаю, уже могут или нет там переходить. Ну вот первая остановка. Ну так, немножко лучше подостынет редуктор и двигатель. Сегодня можно даже и вот эту чехол убрать. Потому что на улице уже все начало таять. Капец, прилипает, смотрите как. Все прилипает. В такую погоду, если на снегоходе Буран заехать в целину,
буквально 100 метров проедешь и набьет там, потому что снег сыроватый. Вот, смотрите следы. Следы после меня уже по Буранице ездили на двулыжных снегоходах. Широкие гусеницы, прям 60 сантиметров, наверное. Ну и лыжи еще, не знаю, не догадываюсь, кто это может быть. Там по дороге ездили и по просекам даже следы есть. Наверное, кружили что-то там. Может даже лесхоз там лес смотрит, проверяет, не знаю, без понятия. Кто-то ездил. Туда съездили и обратно уже обратно домой поехали. Вот, сейчас топливо глянем. Заправляться не стану. Да, есть еще. Еще будет у меня вторая остановка, там заправлюсь. Как бы топливо, конечно, уходит. Сегодня немало я прокатился. Вот тут тоже сырой снег вот так. Немножко, но гусянки чистые. Но на катышек может еще есть. Нормально. Ну и, ребят, я буду заканчивать. Все. Сегодняшний поход вот такой удачный также собрал. Огромный большой рюкзак. Ну, если вместе, килограмм, наверное, 25 будет сегодня. На больше не рассчитываю. Максимум 27 килограммов. Вот. Ну, прошел я, к сожалению, трек забыл выключить, и уже когда ехал, вспомнил, потом уже остановился. Без понятия, сколько я прошел сегодня. Километров 5, наверное, пешком прошел. Не больше. Вот. Здесь сырой снег. Сегодня, конечно, не для походов погода. Вот. Ну и ждите новые фильмы. Как будет, куда съезжу, также буду снимать. Несмотря на то, что я собираю чагу, некоторые недовольны, я дальше буду снимать, потому что зрители разные, кому-то не нравится, кто-то смотрит. Так что сами выбирайте, что смотреть. Конечно же, походы на избу будет, и много еще походов впереди. А сейчас пока в данный момент вот такой формат у меня. Все, давайте, до новых встреч, до новых видео. Пока. Спасибо, что досмотрели.